Согласно данным Федерального агентства по делам национальности России, на 2015 год в мире насчитывалось около 700 тысяч осетин. Из них в Северной Осетии проживает порядка 450 тысяч. Все остальные в силу различных обстоятельств живут в других регионах страны и за границей. Однако свою малую родину не забывают. Для объединения осетинской молодежи, проживающей за пределами республики, и был создан этнолагерь «Аланский след». Проект реализуется уже 7 лет. Вот и в этом году лагерь посетили гости не только из разных регионов России, но и из других стран. Эллада Дзукаева расскажет подробнее. Нина Джагаева живет в Южной Осетии. Об этнолагере «Аланский след» узнала из социальных сетей. Девушка признается, давно мечтала стать участником этого культурно-образовательного курса. Счастлива, что смогла реализовать свою мечту. Решила приехать сюда и познакомиться с другими осетинами из России или из других стран. Мы были в Национальном музее и в Художественном музее. К сожалению, музей, который в Саивале, не такой обширный, и там экспозиции гораздо меньше. Тут гораздо больше обзор, и было очень интересно посмотреть на все это. К тому же наш гид, он был очень интересный, все подробно рассказывал. Еще одна участница культурно-образовательного курса Ольга Габараева, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, приехала в Северную Осетию из Турции. Признается, рада вновь вернуться на родину спустя много лет. Для меня это особенно ценно, потому что я очень давно не видела всех этих красот. Поэтому для меня это особенно ценно, тем более, когда вдали от родины, ты еще больше, все это больше понимаешь, насколько это все важно, впитывать в себя всю культуру свою. Этнолагерь проходил в нашей республике в 7-й раз. Главная цель – познакомить участников форума из Ярославля, Москвы, Самары, Краснодара, Ханты-Мансийска, а также Южной Осетии и Турции с историческим и культурным наследием Северной Осетии. Как государственные программы развития межнациональных отношений Республики Северная Осетия Алания, у нас есть такая подпрограмма взаимодействия с соотечественниками за рубежом. Мы вот решили организовать такой проект, чтобы объединить осетинскую молодежь, показать им наши традиции, культуру, обычаи и как бы окунуть их в эту атмосферу. Участие бесплатное. Министерство берет на себя все расходы, связанные с проживанием, питанием, мастер-классами, экскурсией. Вот это все за счет министерства. Участники платят только транспортные расходы, пока они не доберутся до Владикавказа. За время пребывания в этнолагере участники научились печь осетинские пироги, посетили занятия по осетинскому языку и национальным танцам. Для гостей провели экскурсии по живописным ущельям республики. Сегодня мы уже поездили по некоторым точкам Куртатинского ущелья или Феогдонского, посмотрели Кадаргаванский каньон, побывали в монастыре и побывали на качелях, на которых все хотят покататься, пофотографироваться, на перевале Каккадур, на котором мы сейчас и находимся. Они проживают в одной гостинице, и там у них бывает возможность пообщаться, познакомиться и приятно провести время в кругу своих однополчан, так сказать. Культурно-образовательный проект реализуется с 2015 года и дает возможность поддерживать связь с соотечественниками во многих уголках страны и мира. Эллада Дзукаева, Александр Левченко. Специально для программы «В итоге».